Я хочу пригласить к слову очень уважаемого нами человека, у которого получается объединить историю, культуру, экономику и вообще национальную идентичность. Рустем Агадаевич. Как я к этому пришел, почти все задают этот вопрос. Как вы к этому пришли? Удивляются люди. Я оглядываюсь, я вот дома у себя, когда мы жили в Узбекистане, всегда была задача вернуться. Вот мы вернулись, мы у себя дома и занимаемся своим делом. Как я к этому пришел? Спрашивают. Пришел, потому что шел. Если бы я там сидел и ждал бы, когда мне кто-то что-то даст, во-первых, так бы и сидел, ждал бы всю жизнь. Так бы и умер. Где-нибудь закопали бы и все. Только там из родных кто-то вспомнил. Поэтому не надо ничего ждать. Мы живем, мы так думаем, один раз. У нас такая информация, пока другой нет. Вот. Поэтому наша жизнь, утром проснулся, вечером заснул, вот это целая жизнь. За это время мы, если что-то делаем, значит будет какой-то продукт. Вот. То есть, о чем я хочу сказать. Если человек просто сидит и мечтает, это просто мечтатель, но если ты не идешь к своей цели, то ты, собственно говоря, никуда и не придешь. Ты будешь сидеть все время в чужом кресле. И очень сложно в этой жизни, может быть, не каждый об этом задумывается, может быть, и не думает об этом, что нужно просто себе самому сказать правду, кто ты есть на самом деле. Человек же стоит утром, куда-то собирается, перед зеркалом причесался, живот втянул, встал боком, красавец. Только от зеркала отошел, все, он опять сам собой стал. То есть он же красивый. И он так в мыслях, так и ходит целый день, думает, что он такой. На самом деле он живот отпустил, прическу ветер дунул там, что-нибудь капнуло на рубашку, со стороны другое впечатление. Но у него в голове он другой. Поэтому пока человек сам себе правду не скажет, условно там сидит таксист в машине и сам себе, если он не скажет, да, я таксист, у меня нет никакого будущего, я так и на этой старой машине доработаю, в общем, и вот такая моя жизнь. Если он так себе скажет, то он, может быть, что-то поменяет в своей жизни. А он же так не думает. Он думает, вот я крутой, на крутом месте стою, на вокзале, все мои, там, туристы, дома еще байки какие-нибудь расскажет. Его, если послушаешь, думаешь, там, очень успешный человек. То есть, прежде всего, нужно не обманывать себя. Когда ты не обманул себя, значит, ты точно знаешь, где ты находишься в пространстве, и уже знаешь, куда идти или не идти. Сильные образы, аллегории, это интересно. Художник? Да, машаллах. И это очень интересно, цели, правильно поставить цели. Вот, допустим, человек поставил цель, и он знает, где он находится, у него есть амбиции, есть компетентность, и он идет. Вот именно это вот этнотуризм, вот эта сфера, да? Вот что бы вы подсказали, чтобы сделать так, чтобы он был самодостаточным, тот самый проект, который человек вынашивает у себя в голове. Многие же вынашивают, так и не начинают, не осмеливаются начать. Там, ходят, сделают проект, с чего-то начать, с маленького, степ-бай-степ. Вот. У нас очень древняя культура, очень интересная культура. Нам не нужно ничего придумывать, не умничать, ничего не нужно. Мы выросли, у нас в крови, в генах это сидит. Предположим, мы вот кофейню свою сделали, сейчас закончили. Люди заходят, ахают, как красиво, туристы. И вопрос, да, кто это вам, где дизайнер, там, прочее. Это ж не я придумал, мы просто поставили все на свои места. Приехали мы в Крым, приезжаешь там, когда жили, там, предположим, в Новороссийске, в Крым приезжаешь, хочется увидеть Крым, хочется увидеть, как жили люди раньше. Мы же этого не видели, а этого нету. И чтобы это увидеть, пришлось это делать самому. Понятное дело, что если у тебя совсем денег нету, немножко по-другому надо идти,
Но я не сомневаюсь, даже если бы у меня совсем денег не было бы, предположим, мы переехали в 87 году в этот Джумели, приветная сегодня, Агармышьянда, Эски Хармьянда, этот богатейшее село было в свое время. Я жил в старом татарском доме. Если красиво там все сделать, посадить деревья, подмести, побелить и сказать, вот приходите, это музей, мы вам все расскажем, покажем, и угощать людей. Этнотуризм, зеленый туризм. Люди поедут, начнут туда ехать, я легко мог бы и там это организовать. Не сомневаемся. Да, и любой другой человек, который бы поставил перед собой эту цель и делал бы. То есть, если ты стоишь, ничего не делаешь, вот день прошел, и ты ничего не сделал, все, ты ничего не делал, ты упустил целый день, и так и жизнь проходит у многих людей. Я для себя понял одну вещь. В принципе, не нужно ждать чего-то супер большого. Начинать нужно с того, что у тебя есть в руках. Это может быть старый дом, это может быть дом твоего соседа, друга, брата, с кем ты можешь договориться. И главное, вдохнуть в него жизнь. Ну, смотрите, что значит ждать? Мы уже родились, живем, это уже счастье. Мы живем у себя дома, живые, здоровые, это уже счастье. Человек, к сожалению, пока в больницу не попадет с переломом ноги, он не знал, что он 15 минут назад был счастлив. Понимаете? У нас уже все есть. Ничего не нужно выдумывать. Какой бы вы месседж хотели дать молодому поколению? Да, с ними сложнее, они же умнее нас. Им ничего не говоришь, они все знают. Другой вопрос, что нам не нужно бояться говорить. Нужно говорить то, что думаешь, а самое главное, нужно делать то, что хочешь, чтобы делал он, молодой, который И то, что рядом. говоришь. И то, что, да, конечно. Если ты говоришь одно, делаешь другое, ты для молодого человека просто не существуешь уже. Как вы считаете, можно ли Крым сделать одним из таких этнокультурных центров именно по культурному туризму, по этнотуризму? Вот в нынешней ситуации, ну вот чтобы, допустим, хотя бы с других регионов Российской Федерации сюда просто вот по путям шелковому пути или по другим путям, вот прям маршруты шли, ехали туристы сюда. Это можно сделать где угодно, а у нас в Крыму уже половина это все есть. Нам вообще почти делать ничего не надо. К нам и так все едут. Ну, они едут, но у нас туризм, как бы, скажем, сезон туризма, так, его нужно расширять, его можно сделать 10 месяцев и так далее. Ну, может быть, он у вас так и есть. Просто на ЮБК немножко по-другому ситуация. Ну, для этого, наверное, нужно как-то вам объединяться, или вы уже объединены, какую-то общую политику, стратегию, вот как кластер, скажем. Вообще общаетесь вы между собой? Вот я знаю, вот есть люди, которые занимаются этнотуризмом, контакты, или такая жесткая конкуренция? Да нет, не с кем конкурировать. У нас вообще нет конкурентов. Машалла. Я считаю, что когда человек говорит, что конкуренты, как только я слышу слово конкуренты, это значит бездельник. Что значит конкуренция? Наоборот, если ты продаешь мясо, приходишь на базар, ты собираешься завтра начать продавать мясо. Ты же человек не пойдет продавать мясо среди там картошки, он же встанет в мясной ряд. Другой вопрос, как ты его будешь продавать и что ты будешь продавать. Через месяц, если ты делаешь все правильно, все клиенты перейдут сюда. Вот я заезжаю в Симферополь, первое я вспоминаю, где можно покушать. Еще шекер теперь добавился. О, машалла. Понимаете? Сразу срабатывает. То есть я приду, я там зайду в красивый чистый туалет, нормально помою руки в красивом месте, сяду, ко мне подойдет чистый, красивый человек, принесет. Ну, то есть я получу все, продукт, качественный продукт, то, чего я хотел. У меня есть выбор. А конкуренция это немножко так. Человек сам себя обманывает. Опять, вот если мы вернемся к сказать самому себе правду, когда человек говорит, ой, конкуренция очень большая, нереально на этом рынке. Ну не работай, все, он отсеялся. Вот вам, естественно, отбор. Очень важный посыл. Если на рынке есть конкуренция, значит рынок развивается. Значит, не нужно формировать
клиентов и целевую аудиторию, она есть. Нужно дать просто хороший продукт. Çok sağ olunuz. Вопросы? Планируете ли вы еще в каком-то городе, вот Карасу-Базаре, да, то есть этот город тоже аутентичный для нас, вот открыть такой же центр, потому что, ну, действительно, попадая к вам, мы видим свою визитную карточку. Вот и хотелось бы, чтобы во всех городах были такие. Вот вы не хотели бы быть монополистом? Так и хочется сказать, я и так монополист. Нет, я очень хочу, единственное, у меня не хватает, я бы хотел покупать и восстанавливать старые наши крымско-татарские дома, крымские дома, которые еще и живые, которые еще можно купить. Я вот с Эльзаром мы разговаривали, я говорю, надо какое-то общество создать, собирать деньги, просто покупать и восстанавливать, и отдавать какому-то там мастеру, чтобы он там работал. Я начну, например, это делать. Не каждый же даст деньги кому-то, чтобы он купил там дом и там зарабатывал, да. Поэтому это нужно красиво все правильно организовать. Пока у меня как бы времени нету, пока нужно делать посуду. А если мы говорим о вот таких заведениях, ну, в других городах, да, это очень интересная тема, да, но это не приносит денег сразу вообще. То есть мы только-только начали самоокупаться, вот когда кофейня появилась. Пока человек еды нет, он не заходит. Он заглядывает, чебуреки есть? Нету. Я говорю, у нас духовная пища. Вот, появилась медная посуда, появилась кофейня, и вот теперь к нам заходят люди, покупают. Но другое дело, что вот если мы вернемся к медной посуде, все постепенно, не теряя качества, если мы делаем аутентичные вещи, то человек платит любые деньги, ну, разумные деньги. Там. Ну, рынок по-любому, мы сами цены не придумываем. Вот. И, ну, вот у нас небольшой коллектив, нам пока работы как бы хватает с головой. Если где-то в Карасу-Базаре, ну, я готов помочь, поехать, вообще не проблема. А чтобы где-то открыть, ну, это нужны специальные знания. Моих знаний как бы там не хватит. Я могу только там быть сам, и тогда я отвечаю за процесс. А если на расстоянии, то там что-то пойдет не так, и ну, я в цех зайду, дверь закрою, и все. Рустем Ахасагулыңыз очень полезное и значимое дело делаете. Не знаю даже, как сказать по-русски. Вот Крымны татарлаштырасыз, ветанымызны крымлаштырасыз. Бұл пек балаван бір шей, но я бы хотел бы, вот вчера я говорил, хорошая вот есть русская пословица, со стороны виднее. Вот мы как люди со стороны смотрим на все это своими родными глазами, родным сердцем. И сталкиваемся вот в Москве с таким запросом большим. Это вообще такой глобальный сейчас мировой запрос на этнотуризм. Ну, понятно, туризм делится, там морской туризм, горный туризм, кто-то городской туризм тоже очень развит. Там люди едут посмотреть там европейские города, замки, их море не прельщает. Но этнотуризм это совершенно другой кластер. И вот у Крыма такая вот своя изюминка. И в Москве часто запрос. Нам запрашивают, вот мы хотим увидеть вот Крым, как мусульманский край. Мы едем, видим красивые там церкви, Свято-Успенский монастырь. Все это прекрасно. Это тоже наше наследие, наше крымско-татарское наследие, где наши предки в доисламский период да, все это строили. Но вот в России есть такой туристический, так сказать, ну, ваучер он называется, «Золотое кольцо», когда ты покупаешь один просто билет и ездишь по всем красивым городам, старинным древним городам Руси. Вот в Крыму было бы очень хорошо, такое вот пожелание, если вот все, кто задействованы в этом этнотуризме, а это не только этнокомплексы, это и рестораны национальной кухни, это гостиницы, это вот места, халяльные заведения, да, когда можно было бы просто предложить туристу в России, в мире, в Европе, да, чтобы он, купив этот ваучер, мог приехать и проехаться по нашим красивым селам, оставаться в наших этнокомплексах, питаться, там, семейный какой-то. Вот об этом, если вот подумать, вот это была бы большая, хорошая такая консолидация и
правильная презентация Крыма. Сағ. Да, я понял. Но это немножко другой продукт. Мы об этом говорили, встречались для Ханума Якубова, это Дживаль компания. Они об этом, ну, еще несколько лет назад эта мысль все время вокруг витает, как бы. Но как только до дела доходит, каждый занимается своим делом. Они у себя, мы у себя, везде интересные объекты. Нужна другая компания, нужен другой человек отдельно от всего этого, который организует. Вот сегодня очень много гидов, которые организуют эти туры. Это очень легко и просто сделать. Все открыты для общения, для работы. Ну, все, кто занимается этнотуризмом. Ну, только это другой продукт. Нам этим как бы не нужно заниматься, потому что нам некогда. Мы работаем, у нас люди есть, как бы, работы много, поэтому до сих пор этого нету. Ну, это все равно, все происходит автоматически. Спрос есть, будет и этот. Çok sağ olunuz.